Первый пустой, живец еще живой. Сейчас еще второй посмотрю. Ну, в общем, так буду смотреть, ходить. Если что-то интересно будет, включаться буду. А так, ничего такого пока нету. Ну, здесь тоже пусто, не густо. Живец тоже есть. Все хорошо. Здесь тоже живец живой. Это уже последнее озеро. На втором озере ничего не было. Так. Раз. И там еще, получается, 3. Дождь начинается. До этого места, получается, 3,5. Ну, 3,600. Грубо говоря. Это я сейчас измерил расстояние. Мне надо просто понять, сколько я потрачу топлива, насколько хватит этот бак. Так, ладно, схожу. Блядь, медведи уже мерещатся, конечно. Что-то боязно, если честно. Но надо идти. Дальше не проехать, там срубить надо березу. Ребят, что-то шатается. Шатануло капитально. Просто удар такой был. Есть кто-то. Вон щука. Щука сидит, ребят. Надо как-то вытащить. Попробуем вот так. Как удачкой. Что-то есть. Опа. Опачки. Темный какой, бля. Щучка. Ушица. Вон она. Какая темная. Редко такие попадают. Такие темные, но проглотил капитально. Наша рыба. Вот он, крючок. Класс. Это местный, какой-то темный. Ну, уже что-то. Уже, ребят, не зря. Уже не зря. Первая щука на жерлице в этом году. Ну, на поставушку я имею в виду. Все. С уловом. Отличная щука, ребят. На уху самое то. Может, еще попадет покрупнее. О. Видите, сколько поставушек проверил. И вот здесь вот, на устье вот. Или оттуда он выходил, или, ну, вообще, хорошее место, видать. Можно еще сюда одну поставить. Кто его знает, может и попадет. Ладно, отлично. Короче, сюда еще добавил второй. Вот один с этого места и вот второй. Не знаю, попадет что-то или нет. Но
Я думаю, еще какая-то щука должна быть здесь. Водоем большой. Спотел. Оделся, думал, на трицикле ехать буду, холодно будет. Сейчас жарко. Как говорится, аппетит приходит во время еды. Я пошел дальше. Тут мостик, конечно, там можно проехать. Комаров море. Сюда вот. Поставлю первую донку. Фу. Фу. Мама, не горюй. Вот это комарье, блин. Короче, здесь 2 штуки. Одна и там 2. Вторая. Фу, берег хреновый здесь. Фу. Там вообще не подобраться, если на повороте как-то зайти. Ладно, сейчас обратно пойду. Еще один живец остался. Все. Быстро закончилось. Нашел лазейку. Вот еще здесь поставлю последний. И шабаш на сегодня. Самое то. Ну вот. Видишь, рыбка. Да? Опачки. Так. О, бля. Опа. О, хорошо. Воткнулась. Просто идеал. Все, смотрите, как плавает он там. Завтра уже будем проверять, забирать. Где-то днем. Как бы не с утра, а уже. Вот смотрите, как хорошо ходит. Когда ветер поднимется, иначе комары сожрут. Ну и все, здесь получается 3 штуки. Ладно, я в общем возвращаюсь на избушку. Как ни крути, весной как-то не по себе ходить по лесу. Осенью звери, птицы, у всех кормовая база хорошая, сытые. Ну и сейчас, в принципе, что касаемо медведей, они тоже уже перешли на травы, и вот эти молодые осины, просто они гнут и с удовольствием кормятся вот этими вершинками. Запросто гнут легко. Бывает, попадаешь на такой участок дороги, везде гнутые такие вот подсады. Но если у человека сидит страх, нелегко ходить. Вот, без утайки, говорю, вот как-то не по себе. Вон там мой мешок появился. Ладно, посмотрим, что будет завтра. Конечно, зверь может и не напасть, но вот просто можешь испугаться. Бывает так выскочит. Сейчас вот со второй избы возвращались. Он, бля, на берегу стоит. Чуть-чуть у меня вот камера чуть-чуть запоздала, включился, потому что у меня совсем был выключен камера. Но я услышал этот треск. Я так и думал, что там какой-то зверь. И собака учуяла там, начала смотреть на берег, пока не понимает, где что. Я начал быстро-быстро включаться и камеру включил, но еще запись не начался. Я камеру только включил, и знаете, вот какие-то секунды надо, чтобы он загрузился, вот это Sony.
Не так вот, что включил и все, сразу запись пошла. Нет. Включаешь, потом секунда, может даже и меньше, больше. Он загружается. Вот я включил, и на повороте он просто стоит на задних лапах. Передние лапы висят, как, блядь, человек, нахуй, с такой головой. Реально, как человек, нахуй. И я вот уже включил запись. Какое-то мгновение вот прошло. Он еще стоял и откинулся. Быстро убежал так. Все. Это очень быстро, но хоть немножко в кадр попало. И думаю, вы увидели этот момент. И поверили наконец-то мне, что я не просто говорю, вот я видел там, но бывает не успеваю включить камеру. Или же камера не передает далеко. Получается, экшн-камера не приближает. Или же из-за... Вот, смотрите, какая плотная тайга у нас. Вот. Очень плотно. Просто вот с 10 метров ты просто не увидишь, кто там может стоять. Из-за этого вот я вижу, а камера не передает этого. Но кто верит мне, значит молодец. Кто нет, так бесполезно доказывать. Но я, если сказал, кто-то там был, значит был. А вот и трицикл. Фу, блядь, спотел от этой одежды, блин, оделся. Сейчас наоборот, будет прохладно. Небольшой туман там уже появляется. Вот такой туманчик. Сегодня что-то погода пугала на такого дождя. Так и не было. Такой мешок большой для рыбы там, блин. Целый мешок хотел поймать. Шучу, конечно. Просто не было под рукой ничего. Вот так. Ставишь. Что-то надо придумать сюда. Хорошую коробку. Вот. Здесь все сырое. Опять дождь начинался. Фу, бля. Фару закрыл такими перчатками. Потому что здесь вот я эту... Вот это я посуду сюда положу. Вот так. Он так у меня лежит. И от фары лучи прям меня слепит капитально. Фара хорошо светит, ярко. Но надо повыше его поставить. Давайте еще сходим к озеру. И уже пускай. Может ночью какой-то хищник выйдет из ямы. Но, ребят, знаете, не думайте, что щука только ночью. Вот паук. Паутину, блин, этот бьет. Не думайте, что вот именно щука ночью берет. Нет. Я вам показывал зимой. С утра я ставил жерлицу на лед. И щука днем очень даже хорошо клюет. И вот сейчас в течение дня вот поймали одну щуку. Правда, не такая крупная, но, знаете, вот на уху самое то. Уху сделает, и она не такая крупная, и как сказать, она вкусная, мягкое мясо, филе у них. Вот такое озеро. Не знаю, как с рыбой тут, честно, не рыбачил ни разу. Глубина здесь хорошая тоже. Зимой, когда на подводную камеру смотрел, здесь какие-то непонятные жучки какие-то плавали. Хрен пойми, на что похоже. Очень много их. И какие-то вот длинноватые, ну, не круглые, скажем, а длинные какие-то. Вот. Но не скажу, что большие, а вот ну, в длину какие-то вот. Не могу объяснить. Вот. Ну, здесь получается только 2 штуки. Пока сработок нету. Может чуть-чуть подальше. Вот щука вот в определенном участке он ходит, ждет вот наживу свою. И не угадаешь, куда поставить. Может на другом берегу они сидят где-то. Если попадешь на щуку, то повезет. Если нет, так нет.
Вот, ладно, ребят, давайте поеду я на избушку. Избушка у меня еще дела как бы не закончились, но скоро съемку уже закончу тоже, в принципе. Обратный путь снимать не стану, но всегда у меня камера на лбу как бы включенный. Кто его знает, что может на дороге там. Может заяц пробежит или еще что. Кабаны даже бегают тут. Интересно. Ну а дорогу там вам уже снимал, как на нем проходил я. Вот. В принципе, все здорово. Сгущается туман. Завтра, может, там проеду вдоль изб, если что, прогуляемся. Я просто сейчас, знаете, вот, получается, второй раз уже сюда я пришел, ну, приехал. 13700 до избушки от села. Потом уже здесь 7 километров в одну сторону, 7 в другую. Это получается 14. И сейчас уже 2 раза получается 14, 28 километров. Что-то много. Так, надеюсь, правильно считаю. Подожди, обманываю. Так, 14, да, 14. Сейчас я вот обратно поеду, уже получается 14 километров, точно. 3,5 сюда, 3,5 туда. Это получается 7. И второй раз приехал, еще 7, 14 километров. 14 и 14, 28 километров. У меня еще бак не закончился. Так что смело могу сказать, 30 километров хватает бак. Может даже и больше получится. Ну, буду именно ездить, пока бензин не закончится. Уже рассчитаем, сколько там на будущее. Фу, надо ехать. Все. Надеюсь, ничего не потеряю. Так. Хочу сказать, знаете что? Если будет возможность, покупайте сразу задний с реверсом, потому что иногда бывает задний ход очень нужен. Все, поехали. Ребят, доехал, все хорошо. Но у меня сапоги что-то, не знаю, деформируются или что там, деформировались. Почему? Потому что, ребят, здесь очень-очень тепло. Вот от выхлопа. Такие дела. Надо какую-то защиту. Иначе этот сапог
боится тепла и просто он ведет капитально. Что-то я почувствовал, что-то вот какое-то тепло, но пока терпимо еще. Но еще один-второй раз, и этот сапог можно выкинуть. Он просто согнется как-то вот, сморщится. А так, я бы не сказал, что этот выхлопную трубу, вот этот, отсюда надо убрать. Я думаю, осенью не помешает это тепло, которое идет. Вот останавливаешься и сразу поднимается вот это теплый воздух. Вот ты когда уже начинаешь мерзнуть, он будет греть. А так, что-то мне не очень понравилось вот это. То, что вот сапоги прикасаются, скажем, если я в броднях буду, запросто там можно обжечь. Какую-то защиту асбестовые, как сказать, продают асбестовые листы. Если обшить это асбестовым листом чем-то, тоже хороший вариант, конечно. Вот такие дела. Ну уже, блин, уже вид потерял этот сапог. Все, хана. Какой-то уже непонятный стал. Уже сапог, хрен пойми что. Неудачный этот сапог. Сперва на этом велосипеде, мотовелосипеде, он обжег вот здесь. Сейчас нагрелось, он тоже. Да. Ладно, я на избе. Да и буду, наверное, заканчивать, ребят. Что еще говорить там. В принципе, сейчас доем я уху, салат доем. И буду ждать завтрашний день. Завтра сходим в жерлицы, заберем. Рыба не ловится на удочку, и интерес я потерял, чтобы дальше рыбачить. Так что, возможно, даже завтра вот это все соберу в жерлицы. Ну, донки я имею в виду, поставушки, как еще их назвать. И уже поеду обратно домой. Чагу собирать не вариант. Тоже чагу собирать, думаю, самый лучший вариант это ранней весной, зимой по насту весной или осенью, когда уже листва выпадет. А сейчас плотная тайга у нас, листва очень плотная, и не увидишь издалека. Вот такой день сегодня был у меня. Посмотрим, что будет завтра. А на сегодня все. Всем пока. Завтра увидимся на рыбалке снова. Чуть позже, как остынет двигатель, я закрою тендом. Может, дождь ночью будет. Все, давайте. Я отдыхать.